В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Уникальная возможность задать вопрос президенту. Надо в год по 3 раза делать, чтобы люди могли к вам обращаться. Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Что интересовало граждан, расскажет Адам Магомедов. Культурный код народа. Вошедшие в финал команды дошкольных учреждений представляют лучшие номера, отобранные за это время. В Грозном подвели итоги конкурса, приуроченного к году чеченского языка среди дошкольников. По скольким номинациям ребята соревновались. Пополнение в диаспоре. Условия очень хорошие, нам все нравится очень. На чеченской земле родился первый палестинский ребенок. Медина Мударова поделится счастьем родителей. Состоялись прямая линия и пресс-конференция президента России в объединенном формате. Мероприятие, получившее название «Итоги года», продолжалось чуть больше 4 часов. За это время Владимир Путин прокомментировал более 80 вопросов от граждан и журналистов. Своей главной задачей глава государства назвал укрепление суверенитета России. Политик ответил на вопросы, касающиеся СВО, роста зарплат, здравоохранения, развития искусственного интеллекта. Всего в колл-центры в адрес президента поступило более 2 миллионов вопросов. О самых интересных моментах поделится Адам Магомедов. Журналисты со всего мира приехали на главное событие года в России – юбилейная 20-я пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией. Для того, чтобы задать вопрос руководителю государства, представители СМИ стараются максимально выделиться и не остаться незамеченными. Среди них и чеченские журналисты, которые, как всегда, готовы поднять актуальные темы для региона. Важно обратить внимание, потому что вас легко заметить. Вы представляете Чечню? Чеченскую республику, да. У вас и плакат есть, да? Тоже? Да, есть у нас и плакат. Коридор север-юг. Угу. Он проходит как раз через вас. Да. В чем идея? Есть некоторые нюансы, которые требуют внимания президента по именно этой теме. Вот. Всего не расскажете, да? Нет. Дадут слово? Да, надеемся, что дадут слово, и тогда мы расскажем. Но вы не первый раз принимаете участие? Нет, не первый. И уже задавали вопрос? Да, задавала. В 2017 году. Так что, шансы есть. Вы можете нам я сказать. надеюсь, да, как бы по опыту предыдущих лет, да, надеюсь, что удастся задать вопрос и получить на него такой положительный, приятный для жителей республики и, в принципе, для всех нас ответ. Самые первые и важные вопросы, поднятые на пресс-конференции, касаются специальной военной операции и общеполитической ситуации в стране. Владимир Путин назвал частичную мобилизацию успешным мероприятием. Многие сами изъявили и до сих пор изъявляют желание пополнить ряды военнослужащих. Также высоко оценил и формирование добровольческих отрядов, отметив, что они должны быть поставлены в равные условия с военными. Все они храбро сражаются за родину. 14 человек уже получили звание Героев России. Нужно отметить, что подобные отряды одними из первых были сформированы в Чеченской Республике. И именно здесь, на окраине города Гудермес, в Российском университете спецназа, проводится ускоренная подготовка добровольцев. И каждую неделю они отправляются в зону проведения СВО. Поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям. Мобики. Отлично воюют, ребята. Просто отлично. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Подняли и вопрос экономики, которая продолжает расти, несмотря на множество санкций со стороны Запада. Президент страны отметил, что реальная зарплата вырастет на 8%, а уровень безработицы на данный момент составляет 2,9%, чего не было никогда в истории государства. Сегодня у нас рост в промышленности, ВВП очевидный. Плюс 10% в основной капитальной инвестиции. О чем говорит? О том, что гарантированно
будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу. Деньги вкладывают, производство будет расширяться, рабочие места будут создаваться. Владимир Путин прокомментировал происходящее в секторе Газа, назвав это катастрофой. Россия с первых дней конфликта делает все возможное, чтобы добиться мира. Чеченская республика также не остается в стороне, помогает гуманитарными грузами и уже приняла на своей территории 187 палестинских беженцев, которым созданы все условия и уже ведутся работы по трудоустройству взрослых и распределением по образовательным учреждениям детей. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Но это вот такая оценка о многом говорит. Мы исходим из того, что должны быть все-таки имплементированы решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. И это чрезвычайно важно. Нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования. Цены на товары первой необходимости будут снижаться, сказал президент страны. Он пояснил, что стоимость, в частности куриного яйца, и не только, выросли из-за того, что спрос повышен, а производства нет. Ситуация будет улучшаться, отметил Владимир Путин. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется так, вовремя не открыли импорт пошире. Ну, потому что, видимо, и рассчитывали на то, что побольше заработают. Ну, обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. Руководитель государства отметил рост исламофобии и русофобии в мире, сказав, что подобное недопустимо и нужно сделать все необходимое для справедливого отношения ко всем конфессиям. Его поддержал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров, заявив, что Владимир Путин делает все для межнационального согласия. Последние исследования говорят о том, что 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие огромным конкурентным преимуществом перед другими странами. Я с этим полностью согласен. И как живой свидетель политики нашего президента отмечу, что сегодня мусульмане в России имеют все права и возможности исповедовать свою религию свободно, в отличие от демократических государств, где соблюдаются права любого человека, но не религиозного. Мероприятие продлилось около 4 часов. За это время в адрес президента страны направлено почти 3 миллиона вопросов. Все они будут обработаны Общероссийским народным фронтом, который даст ответы на каждый. Адам Магомедов, Харин Абдуллаев, Вести, Чеченская Республика. Показ обычаев и традиций, лучшая постановка народной сказки, исполнение чеченского танца – это не все номинации, по которым дошкольники боролись за звание лучших. Конкурс, приуроченный к году чеченского языка, состоялся в Грозном. Мероприятие посетил и руководитель комитета правительства по дошкольному образованию Адам Черхигов. Слово моей коллеге Наталье Депутатовой. В финал вышли малыши из Грозненского, Гудермесского, Урус-Мартановского и Шелковского районов. К событию готовились тщательно. Это видно по волнению, которое присутствует в выступлениях. Это и неудивительно маленьким артистам от 4 до 6 лет. Организатором выступил комитет правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию. وأوس ما حققنا من هذا ظهور نمن هذا قبيش غزقاهيجي حنرشجيتي ده رزول ساعة قاهيكشان وعلى بريزيدنت رئيس توربولوشن كده أحمد حاجيني عدد شقوي تون لأن درقوي بيري قاني إرسي غلر ويقون جور وزدا شين موك بوزش بيزش خير. Конкурс проводится в 6 номинациях. Лучшее приветствие, лучшее представление чеченского народного праздника, показ обычаев и традиций, лучшее чтение стихотворения, лучшая постановка народной сказки, лучшее исполнение чеченского танца. Воспитатели с волнением смотрят за своими подопечными. Каждое выступление сопровождается восторженными овациями и зрителей, и жюри. То, с каким воодушевлением выступают ребята, не может оставить равнодушным никого. Как перевоплощаются на сцене маленькие артисты, трогает сердца.
Многие дети уже в столь юном возрасте показывают свои таланты так ярко, что у членов судейской коллегии уже возникло желание пригласить заниматься юных артистов актерским мастерством или танцами на профессиональном уровне. Отборочные туры проходили в 8 муниципальных округах региона с марта месяца этого года. Вошедшие в финал команды дошкольных учреждений представляют лучшие номера, отобранные за это время. И по мнению жюри, все они, безусловно, уже являются победителями. Читая стихи на чеченском языке о родном крае, исполняя музыкальные, театральные номера, песни и танцы, ребята похожи на маленьких звездочек, как, например, Мадина Джабраилова, которой всего 6 лет. Ее исполнение было по-настоящему артистичным и вдохновляющим. После всех представленных номеров жюри очень долго совещались, и по сумме баллов за каждое выступление все-таки были выбраны лауреаты. Ими стали представители Грозненского и Гудермесского детских садов. А подарки, дипломы и грамоты номинантов и участников раздали всем финалистам. خز صورت الشبر هم دیگه سوچ آتیت ولی آتبیرش آتل کی دل آتبیرش آتل کی چمش به تیر حنر قاچن تیر جوز الخلرن قصدم به جو خالدر طبعا علامة جو خالدر أما تأتبير دوك تدوخو حيث تقدام الله. Как известно, 2023 год в нашей республике объявлен Рамзаном Кадыровым годом чеченского языка, а без знания родной речи невозможно показать красоту культуры, традиций и обычаев народа. Подобные конкурсы, концерты и другие мероприятия проводятся во всех учреждениях региона. Все от мала до велика с удовольствием принимают участие в них. Наталья Депутатова, Рахман Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Грозненский нефтяно-технический университет посетил помощник главы республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Он рассказал студентам о золотой цепочке передатчиков в исламе как гарантии того, что последняя религия сохранится до судного дня в неискаженном виде. Ведь во все времена истинное знание передавалось через учителя, духовного наставника. В век интернета достоверность страдает при передаче через недостоверные источники. И часто неокрепшие молодые умы не могут определить, где правда, а где ложь. Присутствующим раздали буклеты, повествующие о статусе Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба на весах науки и о таком явлении, как псевдосалафизм. Dünyana ahirətənə paydan dostlar ilmi şab və mahqa nawşum urovne amu etobu və mahqa deyil yetemz İslamski üniversitet yo İslamski institut yo madrasa yo университет yo разные религиозные светские образования حقيقة حشت مدو etobu dal və bin və paça Ramzan halbahan doluşa və dostойно таqa ilma və amичha. Минувшей ночью родился первый палестинский ребенок в республике. Девочку назвали Миск. По словам врачей Ширинской ЦРБ, новорожденная чувствует себя хорошо и не нуждается в дополнительной медицинской помощи. Ее мать прибыла в регион со второй группой беженцев. Они все размещены в лагере «Горный ключ». Медина Мударова о ребенке, который вместо израильской войны увидит мирную жизнь. 13 декабря 2023 года ровно в 22:30 в Шалинской центральной районной больнице на свет появилась палестинская девочка. Малыш сразу же стал объектом внимания и теплых поздравлений со стороны персонала и посетителей медицинского учреждения. Роды были партнерские, присутствовала мама роженицы. Сейчас они находятся обе в палате совместно с ребенком. Мне хотелось бы выразить благодарность в первую очередь министру здравоохранения Адаму Алханову за обеспечение нашей больницы всем необходимым для оказания квалифицированной помощи. Конечно, это было волнительное событие для всего нашего персонала. Родилась девочка весом 3 килограмма 530 граммов, ростом 53 сантиметра. Назвали ее Миск Муса. Сейчас за здоровьем ребенка следит медсестра.
Медицинские сестры заботливо ухаживают за младенцем, обеспечивая чистоту и теплоту не только ему, но и его матери. Исра Муса благодарит Всевышнего за то, что все сложилось наилучшим образом. Она вместе с мужем и родителями были эвакуированы из Палестины в Чеченскую Республику 1 декабря. Сразу же девушку направили в больницу. Справиться с языковым барьером ей помогла мать Анна, которая переехала в Палестину еще в 2000 году. Новые условия больницы у нас там в Палестине по-другому совсем. Все просто, без заморочек. Пришел, родил, 2 часа полежал, ушел домой. Все. Я и говорила, что в России все по-другому совсем. Нет скопления рожениц в одном, как раньше было, 6 палат на 6 человек, там на больше, базар-вокзал. А здесь мы сами по себе отдельно, свои условия отдельные, туалет, ванна. Ребенок с нами находится, мы с ней вдвоем. Это очень большой плюс. Женщины с ребенком пробудут в медучреждении еще 5 дней, после чего вернутся в место временного размещения, лагерь «Горный ключ». На данный момент уже решаются вопросы дальнейшего проживания семьи, а также трудоустройства и обучения. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов, Сейдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Специально для детей из числа палестинских беженцев была проведена развлекательная программа с выступлением артистов драматического театра имени Михаила Лермонтова. В оздоровительном лагере «Горный ключ» солисты исполнили песни, а также театральные номера, в которых дети приняли самое активное участие. Благодаря труду актерского состава юные беженцы остались под большими впечатлениями, а в завершении программы всем им передали сладкие подарки. Наша цель была в том, чтобы развлечь их, показать им, что мы, жители Чеченской Республики, очень рады их пребыванию здесь, и что для нас очень важно, чтобы эти дети были довольны пребыванием в нашей республике, потому что и глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров делает очень многое для них. И мы все, жители Чеченской Республики, я думаю, очень рады их присутствию и рады тому, что они здесь чувствуют себя спокойно. Круглый стол ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении, прошел в столице. Мероприятие состоялось по инициативе помощника главы республики, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева при содействии Чеченского госуниверситета имени Ахмата Хаджи Кадырова. Участие принимали ветераны журналистики, заместитель министра Саидмагомед Баширов, главный редактор газеты «Даймох» Кабувайсар Шамсудинов и первый заместитель директора ЧГТЛК «Грозный» Хайзуран Мадаева. Присутствующие обсудили главную тему «Свободу слова в современном мире», после чего гости ответили на вопросы студентов. Помнить своих героев – это черта порядочности любого народа. Мы сегодня вспоминаем наших коллег, журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. И те, кто сегодня вступили на путь журналистики, должны понимать, что да, это почетно, да, это престижно, когда тебя знают, когда у тебя есть имя, когда это имя поддерживается твоим творчеством, но вместе с тем в журналистику идут, я еще раз напоминаю, только мужественные люди. Мы уверены, что в этом зале сегодня сидят именно мужественные люди, вступившие на путь правды. В Чеченском госуниверситете имени Ахмата Хаджи Кадырова прошел новогодний десант для курсантов Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Сам центр располагается на базе Российского университета спецназа. На новогоднее мероприятие пригласили ребят от 14 до 18 лет со всех муниципалитетов, которые проходили подготовку в центре в течение 2023 года. Цель мероприятия – сформировать ценности командной работы, важность братства и индивидуальных достижений для общего блага. Подростки приняли участие в конкурсах и эстафетах и, конечно, получили новогодние подарки. Все активности, они так или иначе связаны с тем, что с той подготовкой, которую наши курсанты проходят в центре «Воин» Чеченской Республики, ну и в других центрах, точно так же в Российской Федерации. Всего у нас 11 центров существует. В 2023 году, 11 мая начали функционировать. Во всех центрах проводятся такие мероприятия сейчас в декабре.
Они организованы централизованно, у нас существует специальная организация, которая этим занимается. Детям очень нравится, конкурсы интересные, и конкурсы, как я уже сказал, они так или иначе связаны с военно-спортивным процессом. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.